Дорогие друзья, всех приветствую на канале Black Canadian Wolf. У нас, посмотрите, какой щеночек, это западно-сибирской лайки, высокопородный, да, это у нас шестипалый щенок. Что ты? В общем, такая ситуация насчет документов РКФ. Как вы знаете, это считается дефект, недостатком прибылые пальцы. Ну, шестой палец, видите, можно даже показать. Почему я его сразу не убрал, как и некоторым щенкам? Объясню почему. Потому что у него конкретная лапка, видите? Вот, прям сформированная лапка. И поэтому не очень хочется его, этого пальчика, лишать. Но Российской Индийской Федерации это так все не прокатит. И поэтому будут в документах писать, что щенка нужно будет перепроверить 9 месяцев. И если у него будет этот палец, пятый получается, то его нельзя будет пускать в разведение, я так понимаю, как мне объяснили сегодня. В общем, но если мы этот палец убираем в ближайшие там 2 дня, 3, то все будет хорошо, никаких у нас проблем не будет. Этого щенка будут обычные документы, как и у всех, и его можно будет пускать в племенное разведение. Ну вот такие правила, хоть и несет какой-то ген, но в принципе это ничего страшного не считается, этот прибылой палец. Но все же не хотелось бы ему этот пальчик убирать. И в связи с этим решили сделать такую небольшую лотерею. Каждый из вас может этого щенка выиграть. Неважно, может быть и не этого, понимаете? Но может кто-то захочет его купить, да, за 100 тысяч, как у нас продается. Дорогие друзья, правила очень простые, не будем ничего придумывать, там заумные, там репоста, там еще что-то. Правила прям максимально простые. Смотрите, вот этого красавца можно приобрести за 500 рублей. Каждый из вас, кто хочет поучаствовать в этом розыгрыше, скидывает на Сбербанк карту или там на PayPal, неважно, скидывает, в общем, вот эту сумму. В WhatsApp пишет свое имя, фамилия, прикрепляет чек, и мы присваиваем номер. Все это будет в журнал вести, журнал записываем, и дается ровно 3 дня. В пятницу 14 числа у нас идет в 20:00 будет по московскому времени розыгрыш. И рандомно выберем число, и все. И будет победитель у нас известен. Но, дорогие друзья, в прямом эфире же позвоним. Так что готовьтесь, если мы не дозвонимся до человека, будет следующий человек, как сказать, на очереди рандомно, потому что это дело такое, как бы мы разыгрываем не какую-то шоколадку, не какую-то цепочку, а разыгрываем живое существо. И хозяин, если он скинул эту денежку и готов серьезно отнестись к этому, то он должен смотреть прямой эфир и наблюдать за этим всем процессом. Дальше, если человек не знает, у него нет опыта и в собаках, у него никогда не было собаки, у него нет возможности содержать такого питомца, то тоже мы переходим дальше рандомно на другого человека. Мы не можем отдать, вот в прямом эфире и выберем, будем совместно, в общем. Но я надеюсь, что будут участвовать те, кто действительно может потянуть такого зверька, нашу западно-сибирскую лайку. Желательно, конечно же, найти любящих хозяевов, и мы это сделаем, да? Ахиллес, твое имя Ахиллес, шестипалый. Расскажи особенности о шестипалых. Да, ходят многие легенды, я думаю, сами уже читали, кто заинтересовался. Эти собаки, вот я не знаю, почему именно в РКФ считают это дефектом, это не порок, это ничего, в разведение пускают, все можно. Но считается дефектом, поэтому этот дефект нужно убрать, чтобы дальше вести в племенную работу и выступать на выставках. Это спокойно все можно, но я говорю, если мы сейчас за 2 дня, за 3 не выберем хозяина, то естественно придется нам купировать этот пальчик. И я надеюсь, что мы найдем хозяев. Лотерея нам покажет, сколько нас таких желающих. Особенность этих собак заключается в том, что они по снегу лучше ходят, как это говорили охотники мне. Я не знаю, у меня не было таких собак. И в повороты входят лучше обычных лаек. Лучше обычных, потому что у них растопырка пальцев находится шире. Также и по снегу. И, в общем, он один из первых, кто тоже начал бегать. Впервые, кстати. Вот этот шестипалка. И у него, видите, как лапка расположена. Еще раз показываю. У него цельная лапа. У него не прибылой палец отдельно, как бывает, например,
там ниже на сантиметр или на пол. У него вот она цельная лапка, как у кошки. Видите, вот она, всеми когтями цепляется. И он ему мешать, я уверен, 100% не будет, наоборот. Поэтому жалко такому щеночку отрезать эти пальчики. И отрезать уже придется не просто ножницами, а везти в клинику. Или вызывать сюда врача, там, Софью Сергеевну или еще кого-нибудь, чтобы нам этот пальчик купировали. В общем, я надеюсь, что вы меня поняли, дорогие друзья. Все средства, которые будут разыграны на лотерее, они пойдут все на строительство вольеров новых здесь, в парке волков. Сколько соберем, потом сумму эту я могу озвучить вообще без проблем. Я ничего никогда здесь не скрываю. Что касается сборов, все на виду. Поэтому, дорогие друзья, надеемся, что лотерея пройдет успешно. И мы выберем прекрасного хозяина этому мальчику. Но если нет, то уже говорю, ничего страшного тогда тоже. И так найдем. Будем искать по максимуму. Вот. Гласят легенды, как писали в комментариях, очень много там у нас же знатоков тоже. У нас говорит это о чистокровности собаки. О чистокровности собаки. Но это, видите, все легенды. Ну, в общем, этот щенок очень похож на нашего. Очень, которого мы оставляем. Они размером одинаковым. И это чуть-чуть посветлее, кстати. Они вот два одинаковых. Вот Аня увидела его, сказала, это что, близнец? Брат-близнец? Серопалевые будете, да, у нас? Красавчики. В общем, удачи, дорогие друзья. Желаю вам каждому удачи. И надеюсь, хозяин будет достойный у него. У Ахиллеса. Ахиллес? Ахиллес. Ахиллес. Вот, ты покажешь себя еще.